Министр культуры Гудис Агырба поприветствовал почетных гостей, вкратце рассказал о гастрольной программе Башкирского государственного театра оперы и балета, а также подчеркнул, что проект этот двусторонний. Художественного руководителя Аскара Амировича мы искренне рады вас приветствовать. Спасибо. И хотели бы проинформировать, что данный проект он реализуется в рамках обмена гастролями. Хотел бы, забегая вперед, сразу же проинформировать вас о запланированных гастролях камерного оркестра совместно с дуэтом, пиано-дуо. Мы искренне надеемся, что эти планы воплотятся в ближайшее время. Нами планируются гастроли наших коллективов в Уфу. И предположительно, это будет в октябре месяце. Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Аскар Абдразаков отмечает, что хочется считать этот проект началом большой традиции. 22 июня зрители увидят музыкальную сказку «Летучий корабль». Режиссер постановки «Летучий корабль» – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Филипп Розенков. Сегодняшний наш приезд он связан, конечно же, и с детьми, поскольку это наше будущее, и мы должны воспитать новое поколение. Поколение музыкантов, интересных людей. И наш музыкальный спектакль будет посвящен именно этому проекту. Следующая программа у нас программа литургическая, программа более серьезная для взрослых людей. Подумать о высшем, рассказать именно вот то, как мы профессионально подготовлены. Главный хормейстер Башкирского государственного театра оперы и балета, главный специалист по развитию академического искусства Башкирской государственной филармонии Александр Алексеев, анонсируя детский спектакль, подчеркнул, что он, конечно, без возрастных ограничений. Но мы все прекрасно помним, наверное, мультфильм, который снят еще в 80-х годах по песням Дунаевского. Вот здесь вот специально для этого мюзикла Дунаевский дописал еще 7 частей, так скажем, специально для сценической версии. И мюзикл у нас получился такой, что он... Да и вообще весь этот приезд, программа, которая будет, хоровая программа, которая будет в Пицунде, и мюзикл здесь, он весь приезд о жизни. И все эти программы о жизни, да, то есть как о любви, о истинно человеческих ценностях, о добре, красоте. И я думаю, что будет интересно в принципе не только детям. 23 июня в органном зале Пицунского храма состоится выступление артистов Башкирского театра оперы и балета. В программе вечера прозвучат популярные романсы и арии в исполнении Аскара Абдразакова. Заслуженная артистка Абхазии, пианистка Нина Эльбджаня, со своей стороны выражает надежду, что это начало тесного творческого сотрудничества. Мы вас ждем в том числе и на будущий год. Не говоря о том, что в этом году вы нам привезли очень интересные два интересных проекта. С творчеством Максима Дунаевского у нас все, естественно, знакомы. И наша музыкальная общественность, и, в общем-то, широкая публика с нетерпением ждет завтрашнего дня. Я знаю отзывы, многие хотят прийти, послушать и посмотреть. Вот. Я надеюсь, что и в Пицунде у вас будет полный аншлаг, потому что Пицунда – это наш храм, это храм музыки, в котором действительно звучит и церковная музыка, и светская, но в основном, конечно, это тот объект, где собирается все самое прекрасное и звучит самое прекрасное. Я желаю вам успеха в этом плане. Что касается мастер-классов, конечно, для нас это огромный подарок. Вы можете даже не знать, насколько он для нас ценен, для нашего вокального отдела. Все с удовольствием, конечно, придут. Это первый визит башкирского коллектива в Абхазию. Уже осенью с ответным в Уфу отправятся абхазские музыканты. Элеонора Гилаян, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ.